Испытано на себе. Друзья, сегодняшний наш выпуск будет посвящен тушению пожаров. В данное время в Горном Улусе, в непосредственной близости от города Якутска, есть достаточно большое количество очагов пожаров. Там работают добровольцы, работает МЧС. И сегодня в выпуске мы посмотрим, как проводится пожаротушение. И также по возможности примем участие непосредственно в самом тушении пожаров. Сейчас уже достаточно поздний вечер, мы успеваем на ночную смену. Работы ведутся круглосуточно. И сегодня после рабочего дня мы направляемся в Горный Улус. Поселок Магарас. Здесь сейчас вот спросили у местных жителей, нас ведут к координационному центру. Вот мы сейчас двигаемся к месту, где работают добровольцы. Вот проезжаем сенокосные угодья, это речка Амыдай. Если пожар доберется до них, то у скота будет очень тяжелая ситуация зимой. Ну что, мы приехали с небольшим опозданием. Группа добровольцев от Мининноваций сбила вот на этом участке огонь. Ну, в конце подъехали, чуть-чуть помогли им. Сейчас основная задача — это контролировать. Там? Хорошо. Иду. Вот сейчас уже смена закончила работу. Это я пошел за лопатой. Главное не оставить в лесу, потому что любой инструмент, он, можно сказать, на вес золота. Но в целом эффективность работы ранца налицо. То есть сразу практически сбивается пламя. То мы говорим о низовом пожаре, конечно. Вот этот участок, он, получается, не затронут пожаром. С этой стороны уже горельник. А в ту сторону, куда я иду, там, где стоит автомобиль и стоит цистерна, там минерализованная полоса. Надо сказать, что условия, конечно, очень сложные, особенно когда, ладно, здесь дым идет от нас, но во время пожара, как я узнал сегодня, ветер очень быстро меняет направление, то есть ветер ходит, ну, как бы кругами, можно так сказать. Направления ветра постоянного нет. И, соответственно, как только ветер меняет направление, летит вам в глаза. Не знаю, по крайней мере, у меня, наверное, как для первого раза
глаза сразу слезятся. И сложно, конечно, дышать. Ну, кто раз хотя бы сидел у костра и на вас дул дым, шел дым, вот, можно умножить это где-то раз в 5. Такие вот впечатления. Тому, друзья, еще раз пользуясь случаем, сухими грозами, но человеческий фактор тоже никто не отменял. Поэтому при любом посещении природы, выезда на пикник и так далее, всегда следите за тем, ну, во-первых, в данное время нельзя разводить костры и посещать лес, но вообще в целом всегда нужно следить, чтобы после вас костра не было, полностью заливать его водой. Ну вот мы сейчас вот, следим за палом, за встречным палом. Также прошлись, вот мы сейчас можем наблюдать вот территорию, кромку, которую вот мы своим отрядом, да, нас сейчас тут 6 человек, ну, вот 400 метров примерно метров огня, да, идущего сюда. Идущего в сторону Якутска, получается, потому что Магара с той стороны. Он идет куда? На восток, да. Вот мы его тут в этом месте остановили, но похоже, что он обходит там с другой стороны. Можно сделать призыв неравнодушным гражданам, которые могут приехать. Вообще, как происходит вот это? Можно просто приехать, допустим, в те же Магарасы, да, и заявиться как добровольцем, или надо подавать заявку? Ну, я сам вот что наблюдал, видел, да? Я видел обращение от официальных органов, ну, в Инстаграме, да, у различных блогеров, видел, в новостях видел. Мне кажется, не стоит ехать наобум, да? Необходимо, чтобы вы точно знали, куда едете, кто вас приглашает, чтобы там вас ожидали специалисты, да? Не стоит делать хаотичные группы. Ну, вот мы сейчас организованной группой выехали. Мы знали, что нам нужно с собой взять, да? Кто нас ждет, и уже тут ждал вот наш руководитель, да, который нас сюда вот отвез. Мы под чьим четким руководством, да, потому что мы же все-таки в обыденной жизни, ну, не являемся спасателями. Ну, сейчас вот перед выездом, ну, мы пошли, опять же, ну, обновили наши знания, прошли инструктаж там, да, и на месте тоже дополнительный инструктаж прошли. По обращению именно вот, я вот с таким ранцем, ну, до этого не работал, ну, с другим оборудованием не работал. Поэтому прошу всех граждан, ну, мы живем в одной стране, да, на одной планете даже, да. Сейчас такие пожары, я повторюсь, меня за это много критикуют, да, но мы живем на одной планете, и сейчас
Ситуация с огнем очень острая. Вот в последние 10 лет. Да? Если сейчас посмотреть, вот есть даже сайты, которые вот показывают, ну, пожары, состояние пожаров на сегодняшний день. Да? И ну, горит практически вся планета, да, но мы конкретно живем в Якутии, и мы должны как минимум потушить здесь пожары и, ну, потом по возможности, как только разберемся, да, уже помогать другим. По поводу добровольцев призываю немножко уделить времени, да, вот у нас в году 365 дней, там ради нашей любимой Якутии, да, ну, там 1-2 дня летом, да, в такое сложное время можно уделить. Үй боланар бу бахар тахсыбыта. А так бу хирге Уже почти месяц, как начались лесные пожары. Огонь начал распространяться здесь, поблизости, в местности Даркылах. Потом стал разрастаться, стал больше и сейчас идет в сторону Бердигистяха и в нашу сторону. Там, в местности Джоллох, тоже горит лес, большой лесной пожар. Кроме этого, в местности Улу-Сыгы тоже бушуют лесные пожары. Пожары здесь уже почти месяц. Местное население тоже пытается тушить. Но сейчас началась пора сенокоса. Я не говорю, что людей стало меньше, но людям все равно надо работать там, готовиться к осени. Поэтому сейчас активно принимают участие в тушении лесных пожаров добровольцы. Им огромное спасибо. Хотел бы поблагодарить их за то, что так сплотились и делают такое доброе дело. В общем, такая помощь все равно нужна. В нынешней ситуации только с помощью людей можно потушить разбушевавшуюся стихию. Короче, горит прямо около трассы. Вот тут сухая трава, качкарник. Вода вся кончилась. В общем, лопатой вообще не вариант сбивать. Сбивается ненадолго. Даже вот огнетушителем порошковым здесь пролил и опять разгорается. В общем, еще ветер, если сейчас поменяется, то тут будет очень горячо. Походу вся эта поляна выгорит. Пожар жесткий. Такая вот красивая полянка и превратится вот в такие вот кочки. Кстати, блин, так, надо уходить. Именно из-за того, что идет ветер днем, соответственно, из-за этого только идет контроль за пожаром в дневное время суток, а основное тушение идет ночью, когда ветер утихает. И плюс днем из-за сильного ветра деревья подгоревшие, они могут упасть, то есть причинить вред человеку. Поэтому такие дела.
сложная обстановка у нас вот в Адунунском наследии, село Магарас. Здесь два крупных пожара, которые в непосредственной близости от села Магарас. Вот. И еще один крупный пожар на севере. Здесь у нас практически без обслуживания он находится. Вот. Также по Кюреляху вот 20-й пожар, который тоже по территории достаточно большой. Рядом там еще 3 пожара. Вот. Один вроде как бы локализовали. Сегодня должны информацию уточниться. Вот. По Шалугонскому наследию там у нас тоже один пожар достаточно близко подошел к населенному пункту, и по Мытарскому наследию. Получается, у нас сложных таких пожара это вот 4. Вот. Ага. Ситуация сложная. Вот благодаря своевременным мерам, принимаемым республиканским оперативным штабом, МЧС, идет подкрепление сил и средств. Вот, сегодня, вернее, за сутки к нам прибыло еще дополнительно 3-4 машины, пожарной машины. Вот, дополнительно прибыли тракторная техника. Друзья, мы сегодня принимали участие в тушении пожара в ночное время. Сейчас уже отписали финальные кадры, но к нам подъехали лесничие. И я думаю, мы сейчас даже еще большую помощь окажем, потому что с помощью нашего квадрокоптера посмотрят и оценят ситуацию по другую сторону трассы, Вилюйской трассы. Вот мы сейчас подъезжаем поближе к требуемому сектору. Биге бу бидеген одун нехилигер жебут бу одун нехилигер хебидеген
Мы сейчас находимся в поселке Адун. Здесь прямо сейчас, вблизи поселка Магарас, действуют два лесных пожара. Они отмечены у нас как 5А и 21А. Вот прямо сейчас мы находимся на очаге 21А. Чтобы не допустить огонь к населенным пунктам, здесь работы ведутся в западно-восточной и на восточной стороне. Очень сильный ветер дует с северо-западной стороны. Огонь приближается, поэтому потушить его должны, делая минерализованную полосу с помощью тракторов. Помимо этого, есть еще верховой пожар. Тушим мы его в вечернее время, когда ветер утихает. Здесь есть и МЧСники, и сотрудники ГАУ «Лесресурс». Помимо этого, много добровольцев приехало на помощь. Вместе с тем, местное население тоже помогает в тушении пожаров. Сегодня утром с Мегино-Кангаласского района, с поселка Нижний Бестях, приехал трактор с бульдозером. Он уже работает. В общем, весной в пожароопасный сезон в горном районе было зафиксировано только 2 пожара. Потом 25-26 июня были дожди с грозами. В большинстве случаев были фронтальные сухие грозы. В итоге в горном районе лесные пожары увеличились до 20. Эти огни распространились, стали еще больше, и на данный момент их уже больше 50. Из них 19 в зоне контроля. Мы не можем там производить тушение. Также 20 пожаров тушим с помощью авиации. Сейчас есть опасения, что огонь приблизится к населенным пунктам Магарас и Эрт. Этой ночью работал в поселке Эрт. Сейчас приехал в Магарас. Здесь должны встретить огонь и потушить. Друзья, можно сказать, что это был один из самых грустных выпусков передачи «Испытано на себе». Сегодня я принял участие в тушении пожара в Горном Улусе в составе добровольческой группы. Но когда горит лес, когда страдает природа, это всегда очень грустно и печально.
Ну, в наших силах, думаю, повлиять как-то на ситуацию. То есть вы можете записаться в добровольцы, приехать, принять участие в тушении, в контролировании очагов возгорания. Ну и, конечно, хотелось бы еще раз отметить, что во время пребывания на природе вы всегда были аккуратны с огнем, следили за тем, чтобы костры всегда были потушены. Ну, это как бы все эти правила знают, но, к сожалению, не все исполняют. Я думаю, таким образом человеческий фактор нужно минимизировать. Но это была передача «Испытано на себе» на канале Якутия-24. Берегите себя, берегите природу. До новых встреч! Испытано на себе.